Вам снова подняли тариф на свет. Говорят, энергии не хватает и нужно потерпеть. А что, если я вам скажу, что прямо сейчас власть позволяет частной фирме, которую журналисты связывают с окружением Бакиева, получать электричество по 50 тиынов взамен на инвестиции, которые, судя по документам, оказались старым оборудованием по многократно завышенной цене. Сегодня мы изучим факты, вскрытые в расследованиях КЛОП. Факты, которые рисуют картину одной большой схемы. Схемы, которая имеет все признаки аферы государственного масштаба. Итак, 2023 год. Правительство объявляет о привлечении инвестора для Амбараты-2 компании МБТ Строй. В план они вкладывают 1,5 миллиарда сомов, а взамен получают доступ к дешевой энергии. Но кто этот инвестор? Как показал КЛОП, изучив выписки из Минюста и другие официальные документы, эта фирма имеет общие адреса и кадровые пересечения с компаниями людей из окружения Бакиева и Ширшова. Это не догадки, это данные из государственных реестров. На наш взгляд, такие совпадения вызывают серьезные вопросы о том, как и почему была выбрана именно эта компания. Особенно, когда речь идет о стратегическом объекте. Главное, каражат менен алып келип атат. Анан Бакиевдики, Атамбаев кимдики, ал биз ишибизде жок да. Публичное обещание власти было четким – модернизировать ГЭС, чтобы отдать энергию в энергосистему страны. Для этого, по словам экспертов, нужно оборудование на 500 киловольт. Частная цель компании, судя по всему, запитать свою майнинг-ферму. Для этого достаточно линии на 110 киловольт. Мало того, эти трансформаторы изначально были непригодны для заявленной цели, говорит акционер электрических станций, эксперт по энергетике Расул Металиев. По его словам, чтобы освободить запертую на Амбарате-2 электроэнергию, нужно, чтобы со станции выходило 500 киловольт. Так какое же оборудование в итоге было закуплено? А купленные трансформаторы выдают всего 110 киловольт. Независимый эксперт Кубанычбек Иргешев, приглашенный ООО «Электрические станции», обнаружил, что отремонтированы трансформаторы кое-как. Масло течет, сварочные швы кривые, коррозия. Согласно отчету независимого оценщика, который оказался в распоряжении КЛОП, были куплены 2 старых трансформатора на 110 киловольт. В документах инвестора их стоимость указана как 110 миллионов сомов за оба. Тот же отчет оценщика говорит, что их рыночная цена всего 3,2 миллиона. Разница почти 107 миллионов сомов. Но самый главный факт даже не в цене. Они приобрели оборудование, которое, по мнению специалистов, технически позволяет решить их частную задачу – запитать майнинг-ферму, но при этом не способна выполнить публичное обещание, данное государству, выдать энергию в общую сеть. Мы не суд, чтобы выносить приговор. Мы журналисты, и мы показываем факты. А факты говорят о том, что выбор этого оборудования выглядит как прямое доказательство изначального умысла. Легенда о модернизации для страны, похоже, была лишь прикрытием. Ички дүң продукциябыз өткөн жылдын январь-май айларына салыштырмалуу 12,3% жогорулап 573 миллиард сомду түздү. Мындай өсүштүн негизги факторлорунун бири өлкөбүздөгү стабилдүүлүктүн жана тынычтыктын сакталышы болду. Ошол себептен сырттан келген инвестициянын көлөмү өстү. Мы представили вам факты, вскрытые в ходе журналистских расследований. Давать им правовую оценку и называть вещи своими именами, например, хищение или злоупотребление властью, это прямая обязанность прокуратуры и ГКМБ. Но они пока молчат. А нам с вами остается лишь соединить эти факты и задать себе вопрос. Та реальность роста, о которой нам говорят,
Она для кого? Для всей страны или для тех, кто научился извлекать выгоду из схем, подобных этой? Думайте. Нас пытаются заставить замолчать, задержание, преследование, давление, но мы продолжаем работать. Поддержите нас на Patreon. Почему это важно? Ваша поддержка дает нам возможность продолжать независимые расследования и рассказывать правду, несмотря на риски. Как подписаться? Переходите по ссылке прямо на нашу страницу в Patreon Темиров Лайф. Выбирайте удобный уровень подписки. Ваша поддержка – это вклад в правду, а бонусы – просто приятное дополнение. Заполняйте данные карты или выбирайте PayPal. Подтверждайте и готово. Вы помогаете нам продолжать борьбу за правду. Поддержите независимую журналистику, ссылка в описании.